Добрый день, меня зовут Альберт Шакиров, я приветствую вас на Минбаре истории и приглашаю в новое путешествие. А посвящено оно сегодня жизненному пути великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Габдулла Тукай – татарский народный поэт и писатель, основоположник современного татарского литературного языка и национальной татарской литературы. Несмотря на свою непродолжительную жизнь, оказал большое влияние на многих тюркоязычных писателей России и Советского Союза. Тукай родился в 1886 году в селе Кушлауч. Через 5 месяцев он остался без отца, а в 4 года потерял мать. После 5 лет скитаний по селам Заказания Тукая забирают в Уральск, где, обучаясь в медресе старого друга своего отца, он начинает писать свои первые стихи. В 1907 году Тукай возвращается в Казань и быстро входит в круг татарской интеллигенции, становится знаменитым поэтом, стихи которого составляют золотой фонд татарской литературы. Собственно, а какое отношение имеет к нашей передаче поэт? Ведь даже в его краткой биографии вы не услышали, что он был имамом какой-то большой соборной мечети или же мударисом знаменитого медресе. А дело в том, что в становлении этой исторической личности, которую знает весь тюркский мир и которым гордится вся татарская нация, огромную роль сыграли очаги образования Заказанского края, заказанские медресе и их выпускники. Биография Тукая удивительным образом связывает личности наиболее влиятельных, знаменитых, прогрессивных татар конца XIX – начала XX века. Но начать свой рассказ мы хотим с отца поэта, обычного муллы, обычного сельского прихода, который получил образование в одном из знаменитейших медресе своего времени. Это медресе 1774 года постройки в селе Кашкар современного Арского района Республики Татарстан. Я хотел бы обратить внимание на дату 1774 год. В этом году было построено обновленное здание мечети и медресе. Но это не означает, что до этого в селе ничего вообще не существовало. Уже в источниках XVIII века упоминается, что Кашкар знаменит своей мечетью и медресе. 1974 год можно взять за основу или как начало развития Кашкарского медресе как одного из самых знаменитых учебных заведений Российской империи. В этот период казанские купцы Усмановы вкладывают огромные средства на развитие Кашкарского медресе. И они приглашают сюда наиболее известных и образованных богословов того времени. И из-за этого в Кашкар начинают стекаться наиболее амбициозные и голодные до знаний шакирды, которые при этом еще и являются представителями видных семей Российской империи. И здесь обучаются шакирды из Пензенской, Оренбургской, Самарской губернии. И среди них, именно здесь, в Кашкарском медресе, обучается отец великого поэта Габдуллы Тукая Мухаммад Гариф Тукаев. Знаменитые мечети и медресе села Кашкар сегодня олицетворяет только каменное здание мечети, памятник культовой архитектуры в стиле барокко с элементами восточной архитектуры и татарского декоративного искусства в интерьере. Однако достоверно известно, что здание медресе стояло отдельно, по соседству с мечетью, вытянувшись вдоль дороги. Более того, данная мечеть была построена позднее медресе, специально для многочисленных шакирдов. Источники говорят, что мечеть и медресе составляли единый архитектурный ансамбль. Медресе таш булмаган, медресе агачтан булган, аның столовой ишигине таштан ба кирпичтен булган. Медресе было деревянным. Из камня были лишь некоторые части, например, столовые. А мечеть наши кашкарские баи построили из кирпича. Сначала они возвели завод возле реки, он находился здесь рядом. Затем из местной же глины изготовили кирпичи для строительства мечети.
Кашгарские баи были известными промышленниками. Их мыловаренные заводы работали в Средней Азии и в других регионах России. Они жили не только богатством. Если углубиться в историю, то увидим, что они большое внимание и средства уделяли просвещению людей. В Кашгарской медресе они собирали самых образованных и авторитетных мударисов, многие из которых получили образование в Каире, в мечети Аль-Асхар. Как видим, в Кашгар приглашались самые лучшие, самые образованные педагоги. Наши баи понимали, что качественное образование было возможно только при наличии сильных наставников. Поэтому и имидж кашгарского медресе был очень высоким. Тем менее удивительно строительство для шакирдов такой богатой и нарядной мечети с подклетями на первом и традиционными залами со сводами на втором этаже. Жители села очень гордились и мечетью, и медресе. На базарах, приезжих из Кашгара, можно было узнать по интеллигентной речи, которая пестрила арабскими и персидскими словами. Алар монда укыганнар теге бит теге 1-2 генә ел түгел бит. 7-8 ел укыганнар, килгәннәр Урта Азиядән. Шакирды ведь здесь учились не 2-3 года, а по 7-8 лет. Сюда приезжали учиться из Средней Азии, Казахстана, Пензы и многих других регионов России. Несмотря на то, что в Средней Азии были сильные образовательные центры, как, например, в Бухаре, даже оттуда приезжали сюда получать духовное образование. В медресе были места под общежитие, шакирды жили вместе. Шакирды из близлежащих деревень на выходные уезжали в свои деревни, а тем, кто был издалека, посылки передавались через купцов, направлявшихся на Атнинский базар. Поэтому шакирды проживали здесь подолгу, имели добрые отношения с жителями села. Селяне также уважали шакирдов, помогали им. Что интересно, в кашгарском медресе училось очень мало людей из самого Кашгара. Их было всего 2-3 человека. Связано это с тем, что здесь было сложно учиться. Можно сказать, что здесь шакирды получали высшее образование. Поэтому не каждый мог освоить эту программу. Поселить в своем доме шакирда считалось благородным и престижным поступком. Селяне старались в хорошем смысле этого слова угождать шакирдам. Медресе, которая так сильно влияла на жизнь целого села, повлияла и на маленького сироту Тукая. Его воспитывали как сына образованного муллы, выпускника кашгарского медресе. Шахриддин Шариф булайды аңа Тукайга. Однажды Шахриддин Шараф спросил Тукая: «Ты же национальный поэт, неужели уделяешь такое внимание и религиозным чувствам?» Тукай ответил: «В мире нет ни одного народа без религии. Все народы были религиозны, и только мы не можем остаться без религии. Я верю, что наш народ сохранит и свои национальные особенности, и свою религию. Хотя в душе и есть сомнение, что народ наш сумеет сохранить свою национальную самобытность. Я всегда был сторонником одинаково важного отношения к религии и к национальности», — сказал он своему современнику. Думаю, этот ответ не нуждается в комментариях. Село Кушлауч Арского района Республики Татарстан. Тукай хорошо запомнил свое родное село. Здесь он, будучи совсем младенцем, простился с отцом. Здесь услышал первые молитвы. История всей семьи великого поэта неразрывно связана с историей мечети и медресе Кушлауч. Возможно, поэтому жизненный путь Тукая не раз возвращается именно сюда.
Мөхәммәд Гариф укуын 8 ел эчендә тәмамлап, 22 яшендә указлы мулла исемен алып, 1864 елда Кушлавыш авылының мәчетенә икенче... Мухаммад Гариф окончил учебу за 8 лет и в 22 года получил указ на служение. В 1864 году он был назначен вторым муллой в мечеть деревни Кушлавыш. А первым муллой служил его отец, Мухаммад Галим. Здоровье Мухаммад Галима Хазрата к тому времени было уже неважным, он стал плохо видеть. И видел своего сына Мухаммад Гарифа своим продолжателем. Успехи сына в обучении только укрепили это желание. Он был только имамом, получается. Известно же, что в Кушлавыч находилась еще и медресе. К нему, к медресе, Мухаммад Гариф имел какое-то отношение? Отец Тукая был не только муллой в мечети, он был наставником и мугалимом в медресе. Он был очень образованным человеком, имел богатую библиотеку, от руки переписывал книги. Когда Тукаю было где-то 8 лет, Бадриддин Абзы привез его в Кушлавыч из Кырлая, а сам уехал по делам в Казань. В это время, в течение месяца, маленький Тукай получал знания именно в медресе Кушлавыч. Ул вакытта Тукайга якынча 8 яшь була. Обратите внимание, какая атмосфера царила вокруг маленького Тукая. На этом видном месте села Кушлавыч в XIX веке находилась старинная деревянная мечеть. Именно в ней после окончания Кышкарского медресе Мухаммад Гариф Тукаев, отец Габдуллы Тукая, начинает служить вторым муллой. Дом Мухаммад Гарифа и дом, в котором родился Габдулла Тукай, находился буквально через дорогу. И вот эта вот местность, она тоже огорожена, и местность, где стоит на сегодняшний день бюст великого поэта. До Мухаммад Гарифа именно вот в этой деревянной мечети имамом служил отец Мухаммад Гарифа Тукаева, Мухаммад Галим. И любопытно, что дом Мухаммад Галима Тукаева находится буквально в 30 метрах справа от мечети. Ориентиром для определения этого дома является вон та высокая ель. Именно она видна на всех архивных фотографиях, и именно по ней ориентируются местные жители. А если уйти дальше вниз к речке, там находится Мулла Шишмясе, родник Муллы. Интересно, что когда имамом мечети в селе Кушлавыч служил Мухаммад Галим Тукаев, соответственно, дедушка Габдуллы Тукая по отцовской линии, муадзином в этой же мечети служил дедушка Тукая по материнской линии Зиннатулла. После смерти матери в 4-летнем возрасте Тукай остается на попечении деда Зиннатуллы, который к этому времени стал имамом в селе Училе. Тукай прожил в селе Кушлавыч всего лишь первые 3 года своей жизни. Его первая медресе и первая мечеть находятся не здесь, но здесь располагается его дом-музей и корни его одиночества, нужды, о которых он так проникновенно будет писать в будущем. Bu isterlik Devlet Safin degan kişinin ul zamanında pedagogika institutunda dotsent bulup tashlagan Шығышаның Көлбай Мұрасы ауылынан. Свои воспоминания о визите к Тукаю в гостиницу «Болгар» записал Давлет Сафин, который в свое время работал доцентом педагогического университета. Я застал поэта тихонько напевающим татарские и арабские слова, смысл которых был близок к тексту суры Аз-Зуха, в которой говорится о человечном отношении к сиротам и нуждающимся. Белән шөгыльләнә яисә кабатлый иҗат иткәннәрне кабатлый иде ди. Әлбәттә без аның бу теге сүрә аятларының Известно, что смысл аятов этой суры лег в основу стиха наставления, в котором Тукай говорит: «Когда к тебе приходит нищий с протянутой рукой, не оскорбляй его за то, что он нарушил твой покой». Это вот пример интерпретации аятов Корана.
интерпретациялап беруге bir misal болып тұра. Мына мәсәлән, Диваны шигырендә Тукай Коръәндәге ла таяссу деген аятны куллана. В стихе «Утешение» Тукай обращается к аяту, который призывает «Я таясу», «Не теряйте надежды», и пишет: «Нам к просвещению идти, без остановок на пути. Не бойся, знание тебе следы проложит впереди. В пути всегда с надеждой будь, отчаяние забудь, забудь». Үзегезгә зарар иткән булсагыз, Аллаһның рәхмәтеннән өмитегезне üzмәгез. После нескольких лет скитаний от семьи к семье, успевшего пожить даже в Казани, 6-летнего Тукая привозят в село Новый Кырлай Арского района. Ныне это развитое село, центр туризма, в котором находятся основные музейные объекты, связанные с Тукаем. Это и сам музей, и реконструированное домохозяйство, которое приютило сироту. А что же увидел здесь маленький Тукай? В то время Кырлай был маленькой деревушкой. А у нас центром просвещения была деревня Кашкар. Вот именно там крупная медресе была. А здесь маленькая деревня была, но в Кырлай было медресе. Там обучались и девушки, и мальчики. Девушек обучала Абыстай, а мальчиков хальфе, хабри хальфе называли его. Воспоминания современников Тукая, они пишут, что Тукай был очень талантливым шакирдом. Он до этого не умел писать, не умел читать. А он ему сначала было очень трудно, первые месяцы, а потом он действительно из-за своего таланта и старательности он даже обогнал старших шакирдов. И начал обучать их еще, как хальфе. Хальфе, когда у него времени не было, ему трудных учеников, трудных шакирдов говорил, что вот с этими надо заниматься. У Тукая получалось. Представить облик татарского села XIX века можно по хозяйству Сахды-Абзы и соседскому купеческому дому. Остальной Кырлай того времени хранится на старых фотографиях, картинах, этюдах художников. То самое первое медресе Тукая, старинную деревянную мечеть, тоже можно увидеть лишь на рисунках. Нынешнюю соборную мечеть и мечеть, которую посещал маленький Тукай, разделяют целых 100 лет. Шушы мәчеттән директор жылганын тыягында гына кичкене генә медресе бинасы булган. Шушы бинада инде Абдулла Тукай, Абдурахман мулланың. Недалеко отсюда, на той стороне реки, стояло небольшое медресе. Абдулла Тукай посещал это медресе и получил начальное знание у Абыстая, жены Габдрахмана Хазрата. Во времена Тукая этой мечети еще не было, была старая мечеть. Тукай умер в 1913-м, наша мечеть открылась в том же году, но поэт ее уже не увидел. Брат атнинского бая Габдрахмана Ишмуратова женился на девушке из нашего села и дал зарок построить новую, вот эту мечеть. В 1911 году он получил разрешение на строительство мечети у казанского губернатора, затем отправился в Уфу и в Духовном управлении мусульман согласовал проект нашей мечети. Строительство началось в 1912 году, а год спустя ее открыли. Кырлай открывает Тукаю дивный мир образования, чтения и письма. И пусть медресе здесь было не таким именитым, как в Кашгаре, оно сделало главное – положило зерно просвещения в душу талантливого мальчика, который впоследствии напишет: «Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил.
На земле его работал, сеял, жал и боронил. Он слывет большим аулом? Нет, напротив, невелик. А река — народа гордость, просто маленький родник. Сейчас мы находимся в одной из частей большого музейного комплекса, посвященного Габдулле Тукаю. Эта часть иллюстрирует жизнь зажиточного крестьянина начала XX века. Именно в подобном хозяйстве, а можно сказать и в этом хозяйстве, в семье у Сарды Обзы проживал Габдулла Тукай. Это был 1892-94 годы. На тот момент маленький Тукай — круглый сирота. И даже его дедушка Зиннатулла Хазрат не смог содержать своего внука. Он переживал, что он его не прокормит, поэтому он навел справки и отправил внука на содержание в семью Сарды Обзы. Несмотря на налаженную жизнь, на достаток, у Сарды Обзы тогда еще не было своего сына, поэтому он с удовольствием, с радостью принял сироту в свою семью. И Тукай эти годы, эти дни своей жизни в селе Новый Кырлай вспоминает с особой теплотой. Именно здесь он впервые наелся, как он говорит, именно здесь он наелся хлебом и деревенской сметаной и катыком, во-первых. Во-вторых, именно здесь, по его словам, у него открылись глаза на мир. Обратите внимание, Зиннатулла Хазрат — образованный человек, на которого смотрит весь приход. Человек, который закончил такое знаменитое кашкарское медресе, но даже у него не хватало средств на то, чтобы содержать собственного внука. Одна из причин кроется в том, что у него кроме внука еще было 6 своих детей. Вторая причина кроется в том, что на тот период в этих краях разгорелась очень большая засуха и был неурожай. И вот даже священнослужители иногда в ту эпоху испытывали очень серьезные затруднения. Не все крестьяне и ремесленники могли похвастать таким крепким хозяйством, как Сарды Обзы. В конце 19 столетия с ухудшением экономического положения многие татары из Казани были вынуждены переезжать в другие города, в том числе и Уральск. Выходцами из-за Казани были и тетя Тукая по отцу Газиза с ее мужем Галиаскаром, чей дом в 1894 году Тукая привезли из Кырлая и отдали его в медресе старого друга отца, выпускника Кашкарского медресе Мутыгуллы Тухфатуллина. Монда инде иң элек безнең күз алдына Мутыйгулла хәзрәт килеп баса. Гәрчә инде ул Кырлайда да аның хәлфәләре була, ләкин ана иң зур йогынты ясаган шәхес ул әлбәттә Мутыйгулла хәзрәт. Здесь на первый план выходит Мутыгулла Тухфатуллин. Конечно, у Тукая наставники были и в Кырлае, но Мутыгулла Хазрат оказал на него наибольшее влияние. В Уральске Тукай рос не только духовно, но и интеллектуально. Именно там он познакомился с арабской системой Гаруз. Мутыгулла Хазрат в своих воспоминаниях писал: «Я призывал Габдуллу больше использовать таджнисы, стилистические формы в своих стихах». Улаңарга ничек итеп бер хатында истәлегендә ул яза, мин аңарга ди, Габдулла, син күбрәк тәҗнисләр кулланып язарга тырыш дип киңәшләр бирә идем ди. Тәҗнис ягъни ул стилистик фигураларны аңлата торган термин гарәп шигърияте инде. Шулай булгач, таким образом, Мутыгулла Тухфатуллин явился тем наставником, который открыл Тукаю большие возможности мира поэзии. Тукай ныклап иҗат эше белән шөгыльләнә башлагач, аның ана шулай шигърияткә, шигырь язуга, кирип китәргә, формалашырга, андагы ысулларны яхшылап үзләштерү өчен дә зур ярдәм иткән устазларның берсе. Среди шакирдов медресе Мутыгия был силен интерес к литературе, поэзии.
В доме хозяина медресе Мутыгуллы Хазрата звучали музыка, пение. Именно в медресе Мутыгия, в семье имам-хатыба Красной мечети Мутыгуллы Тухватуллина, Тукай раскрывается как поэт, формируется как личность. Он возвращается в Казань как буря и молниеносно становится в один ряд с великими. Да, Тукай смелый, прогрессивный поэт, но его поэзия до сих пор подсказывает нам старый, праведный путь к вечной жизни. Возвращайся, душа моя, к Творцу ты, в светлое. Был молодым, сам не ведал, теперь вижу высшее. О, друзья, мои родные, передайте же слова. Пусть читают над могилой, чтоб все поняли сполна. Как считался я безбожным, обвинений пруд пруди, но Коран мой не в мечети, а горит всегда в груди.